прямом эфире «Чеченской вести» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится вторник, 14 октября. Двойной удар скорости. Когда принимаешь участие среди лучших, дополнительный стимул есть быстро ехать, стабильно, еще больше желания победить. Лучшие пилоты соревновались сразу в двух состязаниях по кольцевым гонкам в Грозном. Дебют на родной земле. Очень интересная, яркая игра. Болеем всей душой, не только душой, но всей семьей. Баскетбольный клуб «Динамо» провел свой первый домашний матч в столице. За гранью нормативов. Уроки проходят очень интересно. Вот в конкурсе, в котором он участвовал сейчас, «Сердце отдаю детям». Это человек, который реально сердце отдает детям. Какие методы использует в своей работе учитель физкультуры столичной школы Ибрагим Яхиев? Начнем с важного. На Харьковском направлении бойцы спецназа «Ахмат» Минобороны пресекли попытку ВСУ нанести огневое поражение нашим позициям. Об этом сообщил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Все замыслы и маневры были своевременно выявлены и эффективно сорваны благодаря слаженным действиям. В результате точного контрбатарейного огня и оперативных действий спецназа уничтожены 2 миномета и все оборудование вражеского расчета, осуществляющего корректировку минометного огня. Индексация ежемесячного социального пособия, определение минимального размера взноса на капремонт, утверждение программы гарантии бесплатной медпомощи. В правительстве под председательством Магомеда Даудова состоялось заседание Кабинета министров. Чиновники рассмотрели 21 проект закона, постановления и положения. Репортаж Римны Джамалдиновой. На повестке более 20 вопросов, многие из которых напрямую касаются улучшения качества жизни населения, поддержки бизнеса и модернизации системы государственного управления. Одним из первых рассмотрен проект закона о корректировке нормативов отчисления в местный бюджет от отдельных видов неналоговых доходов. Иными словами, документ направлен на более справедливое распределение финансов между республиканскими и муниципальными уровнями власти. Законопроект разработан в целях приведения закона Чеченской Республики 23.12.2020 года номер 76 РЗ об установлении единых нормативов отчисления в бюджеты муниципальных районов, городских округов Чеченской Республики отдельных видов неналоговых доходов, подлежащих зачислению в республиканский бюджет в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации. Следующий блок вопросов касался социальных программ и поддержки населения. Правительство рассмотрело изменения в государственные и республиканские программы, включая содействие занятости молодежи Чеченской Республики на период до 2030 года. Были обсуждены меры по индексации ряда социальных выплат, ежемесячного пособия, а также заработной платы работников государственных учреждений. Проект предусматривает повышение размера ежемесячных пособий на ребенка, одновременно родивших в составе 3 и более детей, с 1530 рублей 84 копеек до 1647 рублей 18 копеек. Принятие проекта не потребуется дополнительных расходов из республиканского бюджета. В экономическом блоке утвердили поправки в инвестиционное законодательство и в правила предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся экспортом. Ведомство сельского хозяйства предоставило проект постановления об организации регионального государственного контроля за техническим состоянием самоходных машин и другой техники. Не менее важным решением стало установление минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории региона на 2026 год. Разработан в целях реализации части 1 статьи 7 Закона Чеченской Республики от 2 сентября 2013 года номер 27 РЗ о системе капитального ремонта общего имущества на квартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики. Расчет минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества на квартирных домах на территории Чеченской Республики произведен в соответствии с методическими рекомендациями по установлению субъектам Российской Федерации минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества на квартирных домах, утвержденным приказом Минстроя РФ. Министр здравоохранения региона доложил о внесении изменений в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на текущий год и плановый период 2026 и 2027 годов.
Проект разработан в целях проведения территориальной программы государственной гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи Чеченской Республики в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2025 года за номер 1365. Рассмотрен вопрос о переводе земельного участка в Ножоюртовском районе из категории сельскохозяйственных земель в земли населенных пунктов. Обсуждено формирование государственного заказа на повышение квалификации работников органов власти на предстоящий год. Приняты изменения, направленные на упрощение и повышение прозрачности предоставления госуслуг. К завершению поднят вопрос о совершенствовании работы приютов для животных и установлении норм их содержания. Управление ветеринарии правительства проводит активную и планомерную деятельность в этом направлении. Особое внимание уделяется контролю за условиями содержания в приютах и профилактике заболеваний. Реализуются меры по модернизации службы, повышение эффективности надзора и укрепление взаимодействия с муниципалитетами. В 2020 году ориентировочная численность безнадзорных животных составляла порядка 10 тысяч голов. На сегодняшний день в результате проведенной работы численность безнадзорных животных снижена до 4,5 тысяч. Вот это мы уже пришли именно к определенному уровню. У нас на территории города Грозного функционирует 2 приюта для животных без владельцев. Это приют Хатика и Надежда на жизнь. Оба приюта работают уже давно, построены за счет средств общественного регионального фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова, существует благодаря благотворительности и поддержке, которая оказывается и общественным фондом, и нашими гражданами, которые сочувствуют, которые сопереживают. И управление ветеринарии по своей части также оказывает необходимую помощь. Здесь же указом президента Российской Федерации ряд работников органов власти и государственных учреждений Чеченской Республики удостоен медалью ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени. Их получили представители парламента, аппарата правительства и сферы здравоохранения. Кроме того, указом главы за личные заслуги в защите интересов Отечества и укреплении российской государственности орденом Кадырова отмечен депутат парламента Бекхан Айбуев. Награждается орденом Кадырова Айбуев Бекхан Султанович, депутат парламента Чеченской Республики 5-го созыва, член оперативного штаба по проведению СВО. Социальная поддержка, здравоохранение, образование. Одним словом, все направления остаются приоритетными для руководства республики. На заседании было принято решение об индексации выплат и о мерах поддержки долгожителей. Также внимание уделено вопросам развития инвестиционной среды и повышения привлекательности региона для бизнеса. Лимда Джамалдинова, Магомед Басаев, Ахмед Хаздриев. Вести. Чеченская Республика. На автодроме «Крепость Грозный» завершились состязания по кольцевым гонкам. Лучшие пилоты со всей страны съехались, чтобы проверить предел возможностей своих машин и собственную реакцию на предельных скоростях. Имена триумфаторов в репортаже Магомеда Азиева. Вот и настало время поставить точку в очередном гоночном сезоне. На автодроме «Крепость Грозная» проходят финальные заезды на спринте, чемпионате и Кубке России по кольцевым гонкам. Мы готовились к этой гонке, можно сказать, целый год, так как это самая важная гонка для нас и для многих пилотов, которые принимают участие. Это итоговый завершающий этап. Мы проводим эту гонку уже с 2017 года. Эта гонка была создана по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Она посвящена памяти первого президента Аллаза Хаджи Кадырова, и география участников каждый год становится все шире, участников становится все больше. Это говорит о привлекательности этой гонки, насколько интересно пилотам. И мы надеемся, что сегодня очень зрелищные, очень интересные гонки будут. На торжественное открытие последней из гонок прибыло множество болельщиков и спортсменов. Здесь также и министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. В своем приветственном слове он подчеркнул важность всего мероприятия и пожелал удачи всем участникам со словами «Пусть победит быстрейший». Добрый день, дорогие друзья, участники и зрители. Сердечно приветствую вас на автомобильных кольцевых гонках рейс Пластовый эксперт, посвященный памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Эти соревнования больше, чем просто спорт. Это наше дань уважения и светлой памяти Ахмата Хаджи Кадырова. А его наследие – это фундамент, на котором сегодня строится мир и процветание нашей республики.
За 10 лет Ахмат Рейс выросли из регионального старта в Кубок России, который собирает на автодроме «Крепость Грозная» лучших пилотов, чемпионов и героев международных трасс. Это наглядное доказательство того, как развивается автоспорт нашей республики и страны в целом. Хочу поблагодарить организаторов, волонтеров и всех, кто причастен к этому празднику скорости. А вам, гонщики, желаю безаварийной трассы и честной борьбы. Пусть победит сильнейший. Ахмат Сила, Аллаху Акбар. Последним этапом этого марафона стал 4-часовой заезд. Участие в нем принимают 17 машин 3 разных классов: автомобили Формулы-4, СМП, ТСР и GT4, готовы побороться между собой. Условия для проведения просто превосходны. Именно так заявляют организаторы проекта, которые оценили как трассу, так и возможности самого автодрома в целом. С точки зрения масштаба происходящего, это, конечно, вообще этот год исторический, потому что мы возродили формульные гонки в России. Я напомню, что Формула-4 в России была, но она не проводилась с 2019 года. И 2025 стал для нас историческим, потому что, наконец, формульные болиды поехали по трассам российских автодромов. Вопреки многим мнениям, что это невозможно, это очень трудно, но все мы справились, мы вместе с командами работали очень слаженно. Я думаю, что это большой праздник для всех нас и для зрителей, которые сейчас на трибуне болели за участников. Начало заезда гонщики ждут с трепетом и волнением. Несмотря на большой опыт, старт всегда бывает захватывающим для любого любителя скорости. Я думаю, что у каждого пилота перед стартом есть определенный мандраж. Это скорее плюс, чем минус, потому что когда тебе совсем все равно, это тоже плохо. Проездив на трассе уже несколько дней, спортсмены успели адаптироваться к ландшафту, из-за чего предстоящие заезды ожидаются более конкурентными, захватывающими и динамичными. Чем сильнее состав участников, тем интересней, приятнее выступать, потому что когда принимаешь участие среди лучших, дополнительный стимул есть быстро ехать, стабильно, еще больше желания победить. Все, что нужно для этих людей, это полный бак топлива, чувство дороги, неписанная скорость. К началу гонок готово уже все. Машина на старте, а команда завершает последние проверки. Через несколько минут воздух разорвется от оглушительного рева моторов. Светофоры загораются зеленым, и дорога для гонок становится открытой. Чтобы пилоты не уставали от длительной езды, в каждой команде присутствует от 2 до 4 человек, которые сменяют друг друга каждый час на питлейне. Одним из решающих факторов результата является работа питстопа. Их основная задача – поменять раскаленные шины и заполнить бак топливом. В это же время пилот передает управление своему напарнику. Правил сегодня меня Иван сказал, что нет, они были тогда вдвоем. Память штука сложная. Порше, увы, здесь на этой трассе не слишком конкурентоспособен. Мы видим, что Шишкойл уже вовсю атакует. Гонки были напряжены до предела. Никто не хотел, глотая пыль, остаться позади. Оглушительный рев мотора на каждой прямой притягивал взгляд и слух зрителей. Пролетели 4 часа, как машина на трассе. Молниеносно. Первыми до финишной прямой доехал экипаж команды G-Energy SMR Racing. Под конец гонки у них сломалась одна из фар, и на темной дороге им пришлось маневрировать с одним глазом. Эмоции какие-то непередаваемые, потому что все было под контролем до середины гонки, потом все пошло наперекосяк, мы потеряли лидерство. Последние полчаса мы были от лидеров в 25 секундах, и за полчаса отыграть это время – это что-то невозможное. И выиграть в такой манере ночью без одной фары, это как будто в Голливуд сходили, честно. Да, мы второй сезон едем вместе и не первый год знаем друг друга, поэтому я в Саше уверен на 1000%, и когда он за рулем, я знаю, что он сделает все возможное и невозможное, чтобы эту победу привести, и в целом он сегодня это и сделал. Победители и призеры определяются в классовых номинациях. Также награждаются гонщики в разделе «Лучший экипаж». Вручают кубки представители автоспорта и почетные гости. Ну а самый главный приз, Кубок Ахмат, достается команде, победившей в абсолютном зачете G-Energy SMR Racing. В следующем сезоне любители автоспорта ожидают новые гонки, а с ними эмоции и новые трассы. Магомед Азиев, Ислам Ибрагимов и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика.
Первый матч сезона 2025-2026 года в Грозном завершился триумфом хозяев. Грозненский «Динамо» уверенно обыграла донскую команду со счетом 79-60. Грозненцы взяли игру под свой контроль с самого начала, выиграв первую четверть с отрывом в 10 очков. Хотя турнир получился динамичным, а соперники оказали достойное сопротивление, «Динамо» смогло удержать преимущество и довести матч до закономерной победы. Очередной раз пришли поболеть за нашу команду «Динамо». Очень интересная, яркая игра. Болеем всей душой, не только душой, но всей семьей. «Читай во имя Твоего Господа, который сотворил все сущее». Так началось откровение. Эти слова сегодня звучат так же живо, как и в ту ночь предопределения в пещере Хира в голосах выпускников медресе Аль-Калям Верхнего Нойбера. На торжественной церемонии муталимам вручили сертификаты. А тех, кто изучает Слово Творца, репортаж Магомеда Азиева. В селении Гудермесского района Верхний Нойбер прошло радостное событие в честь выпуска студентов медресе. На торжественное мероприятие прибыли приглашенные почетные гости из числа представителей Совета кадиев. علم قاشة داخل ربانش علم البواشين بيش ربانش القرآن كلام ببولخة شين دار الله أرنت تحول برك توالغاز أبو لسنة تان دوق نعمة دوق قرآن ديشخار قرآن كلام شيء جهوز معها ديشة أو ديوز روخيلر إستاتانا شدة قنية شدة خرب الله خوش بيش حوش تانا مزان عزالة سلموش لا تولا عارش ولده دال مص ووش ولا ولده تان تنبرك تهو دنيا نشوحها شيء قرآن شوال شيء تتلنا وشو حوش رمزان على بركتي وتانا هو ماج حدوش دوتان سوزرو دارج هذا مول بيلشون دا لا تبويل وين ديل كلام عام درس ديل كلام جرجلون درس بول وين أقام بوسهم ده دال ديبا دويلوي. Медресе несет имя Аль-Калям. Сегодня проходит второй выпуск студентов, которые смогли выучить азы чтения и письма на арабском языке. Всего тут обучается около 200 муталимов. Уроки преподаются одним учителем в разное время, в зависимости от занятости детей в школе или групп, в которых учатся мальчики до 15 лет и девушки. عموغت تشير بو أصوش لا راست أصوش اشتري بوه بشتطا كده نخ شي تشورو خوطا شكولنك شي دينا شغلو زودر شي دينا شغلو الحمد لله دا اشتخص غود اشتخص بوربال وشرخصني اشتابو شحدو اشتطا كنت شي بريت شقاتشس بو كنتري تاقستو شقاتشس بو زودر شي يغرو يقص بقي بو ألتع الأردات سرسونش دال بورب ديلشون ايم ديل كلام حدا حبحكا أرقصونش بقي ملغو ليس مقدوس اش حبحكش. В процессе гостями вручались свидетельства, подтверждающие знания студентов, и во время награждения, и пожеланий. Некоторым из мальчишек дали возможность продемонстрировать свое умение чтения Священного Писания. أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. Для них всех этот день является знаменательным. Все понимают, что за время своей учебы каждый смог преуспеть в богоугодном деле. Но останавливаться на этом чтецы не собираются. Их главная цель жизни – стать хафизами священного Корана, в чем по воле Всевышнего они найдут себя. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها قد عسى لنا حافظ خل. Изучение Корана – залог прекрасного будущего для всей республики. Именно благодаря таким старательным учителям и ученикам правовых школ подрастающее поколение беспрекословно будет следовать завету Аллаха. Как передается из хадисов, лучшими из людей являются те, кто изучает и обучает Корану. И по воле Всевышнего в дальнейшем будущем эти мудалимы станут теми светочами надежды, которые будут распространять нашу религию и благо. Магомед Азиев, Ислам Ибрагимов и Ахмед Хизриев. Вести Чеченская Республика.
Чтобы вырастить чемпионов, нужно зажечь в них искру. Этим принципом руководствуется учитель физкультуры из столичной школы Ибрагим Яхиев. Он убежден, индивидуальная поддержка каждого ребенка и упорная совместная работа – основа любых больших побед. О том, как достигаются эти победы, в репортаже Рабят Гайтиевой. В школе номер 26 для учащихся урок физкультуры самый любимый. И во многом это заслуга учителя Ибрагима Яхиева. Молодой и энергичный, он не просто ведет занятия, а заряжает своей любовью к спорту. Помимо преподавания, мужчина работает советником директора. Эта роль позволяет ему реализовать собственные инициативы и делать школьную жизнь еще более насыщенной и интересной. Ибрагим полностью мой воспитанник. Он сам изъявил желание прийти на работу в эту школу и трудиться вместе со мной. Как учитель физкультуры, очень грамотная структура урока, подход к детям, методика преподавания. Часто считают, что физкультура не очень важный урок, но к нему ученики идут с большим удовольствием. Уроки проходят очень интересно. Вот в конкурсе, в котором он участвовал сейчас, «Сердце отдаю детям». Это человек, который реально сердце отдает детям. Он относится к ним не как к ученикам, воспитанникам, как к родным. Заботится о них, может быть, не больше, не меньше, чем родители. Работа с детьми – особая миссия, которую Ибрагим с гордостью выполняет. Он убежден, чтобы вырастить чемпионов, нужно зажечь в них искру. Спорт – это жизнь. Эти слова Ибрагим Яхиев повторяет своим воспитанникам на каждом занятии. Их высокие достижения, отмеченные наградами не только районного, но и республиканского уровня, являются прямым следствием его таланта, самоотдачи и уникальной методики преподавания. 4 года назад, когда Ибрагим Яхиев только пришел работать в школу, он создал кружок по волейболу, чтобы привить детям любовь к спорту. В этом спортзале рождается новая команда. Учитель взял под свое крыло самых юных спортсменов, чтобы с азов научить их главному – любить игру. Здесь нет еще ценных наград, но есть нечто большее. Первые преодоленные трудности, первые маленькие победы над собой и вера тренера в своих подопечных. Он очень хорошо учит нас, очень добрый. Я хочу быть таким. Да. Секрет его подхода не в строгих нормативах. Работая с новичками, молодой учитель делает ставку на терпение и поддержке. Он уверен, что за большими победами стоит упорная работа спортсменов совместно с их тренером. Прививать детям здоровый образ жизни я еще начал, будучи студентом в колледже. Мне тогда было 17 лет. После профессионального спорта мне захотелось продолжить именно спортивный путь и прививать, как нам прививал мой тренер, такой же здоровый образ жизни, чтобы дети болели волейболом, спортом, были здоровыми. Поэтому попросился в ближайшую школу, чтобы я там был уже тренером, работал с детьми. И после этого, после окончания колледжа, после квалификации, я уже стал учителем физической культуры в данной школе. Также мои воспитанники, обучающиеся, которые занимаются у меня на волейболе, сдают ежегодно нормативы «Готов к труду и обороне». В том году у нас было 12 золотых значков. В этом году планируем максимально поднимать это количество. И я понимаю, что мне не хватало, когда я был в их возрасте, чего мне не хватало, что мне хотелось. И все, что те недостатки, которых мне не хватало, я пытаюсь их привить к своим детям. Ребята просто с большой радостью ходят ко мне на занятия, занимаются. Ребята очень мотивированы, у меня это очень сильно хорошо получается, чем я горжусь. Мы до Алмукла идем к большим победам. Ибрагим Яхиев уже нашел формулу успеха в профессии. Она проста – не ждать быстрых побед, а ежедневно вкладывать душу в свое призвание. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать – главные победы еще впереди. Рабят Гайтиева, Шамсудин Жабраилов, Магомед Тутаков. Вести Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунте АВНХ в социальных платформах.